Недавно мы давали сюжет о том, что самое большое голосование на 12 часов. Вот он находится здесь. Люди, находящиеся в больнице, не по своей воле, имеют право проголосовать. Это реально. Сейчас мы подойдем к этому участку. Как видим, здесь все наглядная агитация. Вот участок 813. Профиль нашей больницы – это экстренная медицинская помощь. В связи с этим люди сюда поступают экстренно, внезапно, то есть Пациенты. нет возможности своего, допустим, посещения нашего медицинского учреждения. В связи с этим открытие первый раз в Здесь истории же нашей больницы флаг города Якутска. на базе нашей больницы является большим шагом к обеспечению активного избирательного права граждан нашей страны, Так. в том числе, которые пребывают временно на территории нашего медицинского учреждения. Голосование здесь Поэтому можно стоит сказать, что урна. сегодня у нас уже проголосовало И находится. в наши списки включено 530 избирателей. Смотрим. И в настоящий момент уже с утра очень был большой поток избирателей. Идет работа с документами. Достаточно высокая явка. В связи с этим мы ожидаем уже вторую волну. То есть после обеда у нас начнется голосование. Сейчас мы поговорим с председателем данной комиссии. С правом решающего голоса нашей комиссии они пойдут по отделениям к стационарным больным, к лежачим, которые в настоящий момент являются нетранспортабельными. То есть к ним будет направлена выездная, то есть урна, переносной ящик для голосования. А можно вас перебить? Да, я понимаю, что... Ага. Можно представиться, пожалуйста? Меня зовут, я уже представился. Нет, мы сейчас в прямом эфире находимся в интернете. И нас просто интересует, как вас зовут. Я понял, спасибо. Меня зовут Михаил Букин, я председатель участковой избирательной комиссии номер 813. Мы располагаемся на территории государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Вот сзади меня, вот если у нас вещание идет в интернете, можно представить Гуляева Юлия Викторовна, это заместитель председателя нашей комиссии. Она у нас отвечает, в общем-то, за формирование, в том числе сейчас сверка списков, то есть мы сейчас сверяем реестры заявлений наших избирателей на голосование и помещение, и составляется будет вот третий человек, который у нас в этой процедуре участвует, это секретарь комиссии Кононова Валерия Сергеевна. Значит, она у нас в настоящий момент на базе реестра, который Юлия Викторовна подготовила, то есть заявление избирателей на голосование помещения. Сейчас она готовит выписку из данного реестра. Значит, члены нашей комиссии приедут, которые сейчас уехали на голосование помещения, и на основании этих заявлений, которые сформировали, и выписки из реестра заявления голосования вне помещения наших пациентов, они поднимутся в наше стационарное отделение, где с помощью переносного ящика, можно показать, в принципе, даже находится. Мы сегодня его с утра опечатали. Значит, мы его опечатали в сопровождении наших, в общем, пресвидетелей. Значит, у нас были наблюдатели независимые из Общественной палаты Якутии, от кандидатов на должность президента Российской Федерации. И, в принципе, вот данный переносной ящик в настоящий момент полностью готов к тому, чтобы принимать бюллетени наших избирателей. Я знаю, что ваш участок, да, открылся впервые, да? Да, наш участок открылся впервые в связи с тем, что сюда попадают люди экстренно, внезапно, так как профиль нашей больницы – это экстренная медицинская помощь. В связи с этим те люди, которые хотят проголосовать, они до этого были ограничены, ну не то чтобы ограничены, то есть у них возможность переместиться в свою избирательную комиссию по месту жительства была ограничена в связи с тем, что здесь они... То есть большинство пациентов, допустим, лежачие, которые в стационарных отделениях, они не могли отсюда, в общем, они были мало транспортабельны. То есть открытие участка на базе нашей больницы позволило им, во-первых,
воспользоваться своим активным избирательным правом, проголосовать, в принципе, не покидая стен нашей больницы. И вот хотелось бы узнать, какого вы уже на 12 часов дали 43% избирателей. Это говорит о том, что избиратели, они не аполитичны, наверное, или как сказать. Они активны и хотят выбирать. Ну, в первую очередь мы хотим поблагодарить наших избирателей за то, что они с 8 утра уже ожидали у стен нашего избирательного участка. Как только стены избирательного участка открылись, они сразу приступили к голосованию, уже даже была небольшая такая очередь. Наши пациенты, они, в принципе, мы уже выяснили, что люди очень политически активные, и даже несмотря на раннее воскресное утро, они уже были у стен нашей избирательной комиссии, чтобы отдать свои голоса за кандидатов на должность президента Российской Федерации. Вот, кстати, я, пользуясь моментом, еще хотел бы призвать наших граждан активно принять участие, потому что до 20 часов 00 минут еще есть время. Если вы еще не приняли решение принять участие в голосовании или нет, у вас есть возможность подойти в ближайшую участковую комиссию по месту жительства или в другие комиссии, если вы ранее подавали соответствующие заявления, и отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации, так как это является очень важным инструментом волеизъявления граждан, и в принципе выборы у нас проходят президента нечасто, в связи с этим очень много, ну, в общем, большая активность граждан, я думаю, что будет. Пациенты, в свою очередь, наверное, дали толчок и к врачам, которые здесь работают. Им же тоже на смене уходить, утром зашел, а они только, наверное, ночью выходят, да? Да, да. Дежурный персонал, который у нас находится в больнице круглосуточно, они также принимают участие. Уже с утра был поток. Вот, я думаю, что после пересменки те коллеги, которые успели написать заявление о том, что они будут находиться в день голосования на территории больницы именно в дежурное время, они смогут принять участие в голосовании так же активно, как и наши пациенты. Но я думаю, что пациентов все-таки у нас тут тоже мы ждем, и скоро даже мы к ним уже поднимемся. В принципе, у нас все. Вот еще можно здесь показать, как идет работа. Здесь у нас идет выдача избирательных бюллетеней. 2 члена комиссии с правом решающего голоса. Это Саморцева Вера Николаевна и Байдам Анита Васильевна. Вот, в принципе, это у нас 2 члена, которые с утра наиболее активно у нас заняты. И еще 2 члена комиссии сейчас уехали на выездное голосование в ожоговое отделение. В принципе, все. Также можно вот представить, у нас вот наблюдатели. В принципе, часть наблюдателей тоже выехала на такое голосование. Все, спасибо за внимание. Сейчас мы находимся, видим, уже пациент подошел, идет какой-то уже отчет, в принципе. Ну и посмотрим, как это происходит. Ага, мануга. Главное, чтобы я там член комиссии 2 часа получил. То есть не обязательно, чтобы на этом стояло. Уже как бы их лишать права тоже не хотим. Ну все, мы сейчас, если удастся снять пациента, который